الله أكبر 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 الله. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимаются в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ним тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть два гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах, говорит. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками, сегодня они законченные заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены. Далды Крикбелла, Мокшевящий, приветствую всех друзей и недругов. Машу, возвращаемся к истокам, возвращаемся в Телеграм. Телеграм наше все. Без Телеграма никак. Любим Телеграм. Так, приходи, мужчак, ты большой и маленький. Нету мужчак. Все ушли в ТикТок.
А в ТикТоке сложновато. Мне надо возвращаться в Телеграм. Так, у нас Карен. Карена приветствую. Барадзес. Маршал Душин Масарги. О, да, Маша. Как, Барадзес. Карен, как вы? Карен, как вы там? Нормально все у вас? Слышите нас, Карен? Вот сейчас слышно. Вопрос был. Как вы там, Карен? Нормально? Вообще хорошо нас слышно, Карен? У вас, ну, вот этот вот Плохо. голосовой миксер прям очень сильно, Сейчас. да, очень сильно выкручен. Сейчас, подождите, будем настраивать. Значит, он мешает наш голосовой микс. А вот так слышно? О, вот как положено. Как у настоящего мужджаида, джихадиста или... Да, музмуамовцы. Варахматулаевцы, музмамадовцы, джихадисты. Вот вы Баракатовцы. тоже уже подсели на эту волну. Но Обожаю. я уже без нее не могу, да. Вы уже специалист по этой теме, да? А помните, Да. первый раз, когда вы приходили, вы говорили, а что вы тут возмущаетесь? У вас же все хорошо, у вас религия ислам, в Чечне все прекрасно. Не, я такого не говорил. Может быть, в другом контексте. Ну, не, вы так говорили, типа, о чем вас заключается ваше возмущение? У меня знакомый чеченцы, вроде у вас все хорошо. Не, Я помню, возмущение понятно. Я вместе с вами возмущаюсь от всего этого. Сами понимаете, чего. Мгм. Прочитав это все, узнав Мгм. про это все. Вот. Может быть, я в другом контексте говорю. Не, вы как бы имеете право, но вы как бы уже вы в этой теме, Да, когда я ты с вами. вникаешь все глубже в эту тему. Понимаете, Я к Уран? вашей стае присоединился, да. волчьей. Вы не против, да? Не, понимаете, люди любых взглядов, мировоззрений, если они доброй воли люди, они всегда найдут общий язык. В этом нет никаких как бы проблем. Вот люди доброй воли именно. Вот там может быть черные, белые, без разницы. Но добрая воля, вот именно честные сами с собой, они всегда найдут общий язык. Это Когда точно. лживые, трусливые люди, вот они не найдут никогда общий язык. Совершенно верно. Вот, например, мусульмане, они читают эту книгу, одну единственную, их любимую, но они ее не понимают, они просто читают. Но когда они понимают ее уже читают и понимают, тогда они уже, если он нормально Так еще хуже, здравомыслящий, и они честный с собой, не не трусливый, читав. он выходит из ислама. Понимаете? Такая ситуация еще хуже, они ее не читают. Вот. И не Проблема в том, читая что ее, агрессируют. Не вот. знаю. Почему? Кто их делает таким? Это ислам. С малых лет закладывается это базовая ценность у них. Две ценности, самые главные ценности у мусульман. Страх и Да, ложь. причина мне ясна уже, да. Я уже с вами около 7 лет. Ну, нет, не 7, 5, наверное. Начиная с фармата, потом к вам. Все я знаю. Мне не надо объяснять причину Да. этой чумы. Мне не надо объяснять. Я все в курсе. Вы специалист уже. Вы Я даже тоже с этим можете, борюсь. знаете, книгу издавать, деньги Помогаю зарабатывать на бороться, этом. точнее. Да, вы можете серьезно взять книгу, издать деньги. Но, смотри, вы, например, в своей стране можете написать, издать книгу, и вы можете ее продать. Потому что это очень важно тоже армянам знать, потому что у вас соседи очень нехорошие. Это у вас со связью или это у меня со связью что-то происходит? Что там у вас происходит? Вы меня слышите? Ну, как будто... Ну, сейчас слышу, да, Да. но звуки перезагрузки были, вот телеграммовские. Возможно, это у нас сама система глючит. Мгм. Какая тема стрима сегодня? Просто? Никакой, просто решили открыть этот стрим, чтобы как бы посмотреть, как там Telegram работает, как он функционирует, потому что сейчас в ТикТок все убежали. Да, я тоже хотел спросить, вы в ТикТоке уже сидите, я смотрю, там большая уже аудитория. Ну там, знаете, такая эта система тоже, там ничего нельзя как бы прямо сказать, вас сразу банит ТикТок. Это такая Да, глупая система, на самом деле, она не интеллектуальная. согласен, не дают раскрыться там. Да, там такая система, там все бездельники, в принципе, все такие, ну, есть там умные люди, конечно, но их очень мало. И почему все в ТикТоке? Потому что за то, что ты сидишь в ТикТоке, тебе копейка-то маленькие, там копейки, именно копейки там. Например, ты там 10 часов посидел, тебе там может $1 упасть. Это люди этим как бы довольствуются, это их
они занимаются как бы тем, что ну, как одновременно и деньги зарабатывают, и система глупая. И там всегда за все блокируют, ничего нельзя сказать, ничего раскрыть тем. А их лозунг нельзя там оскорблять, ничего сказать, что-то выразиться, Вот это сразу вот всё. убеждения приходят глупые. Что-то странно, народ не подтягивается. Обычно вы когда запускаете Нет, минимум все в ТикТоке же сейчас, им не до Телеграма. Это нормально. Маржан, Заза Да, говорит. они тоже в ТикТоках же, они же заняты, они работают люди, наверное. Это просто у нас такой выстрел, просто посидеть в Телеграме, Мгм. Ну чтобы показать, что думаете, Пашинян уйдет, огрызается Москве? Он что не уйдет или уйдет. В Москву уйдет 100%. от Москвы уйдет, или уйдет с поста? От Москвы уйдет. Он Ага. хваткий мужчина. Я То верю есть, в него. Кочеряна Единая Россия не продвинет, да? Это ваше Абсолютно. однозначное. Не, бесполезно. Не. Понимаете, Пашинян, он национал-патриот, очень гибкий, изворотливый политик, э, поднаторевший уже в политике. У него очень хорошая поддержка со стороны Франции, через Францию из Западной Европы. Так что Пашинян по-любому уйдет. Он уведет Армению. Армения, она не будет разрывать связи с Россией, но Армения ведет свой курс именно национальный для себя, для армян. Чтобы Армения как страна была, а не как придаток России. Я в этом уверен. Я уверен, Пашинян очень умный, гибкий политик. Многие его недооценивают, между прочим. Что-то у меня с VPN происходит. Это у вас Видимо, проблема? это у меня. Вы меня Да. услышали Мгм. вообще то, что я говорил? То, что да, последнее, то, что он уворотливый, то, что Франция поддерживает, и все, и А, пропала связь. Он опытный политик. Многие его недооценивают. Вы говорили, что многие его недооценивают, Пашиняна. Все думают, что он такой наивный, пришел на волне народного недовольства. На самом деле очень глубокий политик. Ну, по крайней мере, исходя из того, что он делает, и то, что я вижу, я думаю, он очень глубокий политик. Но складывается такое впечатление. Оп, ушел. Ушел Карен. Да, Маршал слушай. Роша. Или маршал. Маршал Думасарь. Лилошо. Да. Сега будущее диктуй. Лукашенко нормально. Законы такой же. Ядек диктуй. А. Как мел бизнес. Орбнаш ты швырял? Все, работаем. Хаёч, тадохш, аль-ил, ад-ил фитр, хуй. И аль-илла-ид, дуй, алла-ид. Ой, терчайся. Тулшки садись. Хажи цеон, тулш, писсен, года. Идан, хейла, таксан, хазар, хаж, эц. Чую, я не сделал, лети, тажим. Лети, чудартиш. Арбусовна. иди чуть сорваться, слушай, ты же. Мы же гибкие. Где надо, мы и там. Где надо, мы здесь. Мы же музджайды. Воины Алляха. Вы Алляха. Карен вернулся, да. Как у вас там, Карен? Все нормально сейчас связь? Работает? Если что, подключайтесь, Карен. Мы вас видим. Мы вас видим, но не слышим. А вы как перформанс? Амогу. Ах, дири üstri там. Аль-Эйда. Аль-Эйда. Не, ах, дири из Аль-Эйда. Ты толкш, дяч, ишядек, дири? Всегда через. Hints mooie hadwagor, het hand juist hadwagor, huluk шо, че mooie ситуации. Hand er чего, jihad да лук шо. Hints, хечдер, пойдем. Собрал хечоша. Что-то связь какая-то плохая. Собрал, секундочку. Юга Аллахинц. О, сопрерываться для щука. Да, хайк джихад. Ари руку, уй. Иншаллах. Дела, кайкан, хадиран, зизулам, когда шек давала. Sayıcı oldu da. İcikaç, imikaç.
عدت عربوتين اشتغلوا صناعة ديلدش بقنا عطاش وين مقداسري وين إيش ومقداسري وين الله وين مصباح متسيش عطاش ديلدش عد وين إجكاتش تيش وين يلس مني خريات تجمع وين ساعات يلس مني يات إناخ إن تونشتو ما تيش صناعة دادو ديلدا بقدك ما دقدي صناعة Верно, вот это лучше обмануть человека, чем ему сказать правду. да. Hence Адам Дуй, М. Бодек Дuyчу, чем говорить человеку правду, лучше его обмануть. Во-первых, он тебе будет благодарен и сделает то, что ты хочешь для тебя. А самое главное, в-третьих, он умрет и никогда не потребует ответа за твои действия. Понимаешь ты? Да. Например, имам Вуй, Мельша, если джихад хайхлай, Allah nou weer dood. وين خالد اخر خلدياز هاخدني ده ما يغو شكرا sana джихадчу все сун дохарцар сун баркал дерис хурсо лил русун поедадек диду ахчун сюманса сун поед хрбу я цаца сюгаца жоп дио да хунда ишлир мабу они умрут как крысы к сожалению халхит они басхарица Но бахухаз вой нохчи зудри тигинах тегри бак шабиш б да и Tatieş olsun. Yok çok işte ve doksan yaş otak moğoneça doksan otak yaş. Mesela soğuy esin stayla çok oldu. Sotanım ne satış. Şimdi ya diyez ya satış. Dokşu можно и ноксо işte. Сонца işte ноксо правильно. Дал ол, дал, дал, атаным и шот, вообще не верю ни в Бога, в эти сказки, никогда не верю. Даже был маленький, серьезно, без шуток, без всяких там важности или там с иронией, сарказмом. Вообще не верил. Вот мне что-то рассказывал, просто говорю, где доказательства? Мало лет. И нету, значит, это неправда. Дейл, вуй, дейл, вать, вот киром бац, вот так шахыл бишь бац. Ты должен, это на самом деле инстинкт самосохранения у человека должен быть. Или ты знаешь, или ты не знаешь. А верить просто слепо во что-то, это идиотизм. А вот верят обычно, вы заметили, вот понаблюдайте вокруг себя. Или эти хитрые мерзавцы, которые знают, что это неправда, показывают, типа, что верят. Или верят те наивные, глупые, чистые люди. Духадыш, но в большинстве своем очень чистые такие, добродушные люди верят, и они, конечно, становятся жертвами. А Вайкамду, именно вот чеченцы, они очень наивны. В закрытом пространстве все время жили. С севера Россия давит. С юга у нас горы, практически нет связи ни с кем. С востока у нас дагестанцы из Господней. Русской, под русской Дагестане Господней. Идиоты, мусульмане. Справа нас разделили, связь, нас отсоединили со связью с этими адыгами, кабардинцами через Осетию, Южную Осетию. То есть Северную Осетию, прошу прощения. И в таком замкнутом пространстве живут и чеченцы, в принципе, практически связи нет. И все такие наивно верят. Посмотрите, вот на чеченскую нацистность на сегодня. Все верят во что-то, верят, носят эти борды, как сектанты, все в мешках этих черных пакетах мусорных. И Ну, поэтому конечно, когда со всех щелей идет пропаганда. вот пропаганда идет со всех щелей, потому что нужны рабы. Даже вот возьмем, если эту Россию, русню, то там сейчас православие навязывается, потому что нужны рабы. Жизнь, в принципе, не улучшается, а как народ усмирить? Чтобы он Да, был кстати, я тоже веру. заметил, что в Инстаграме, что здесь какое-то воцерковление идет у молодежи. То есть они это все возвращается, вот эту веру. Там, я это обратил внимание на это. Лет 10 назад не так было. Нет. Потому что обратно идет вычленение. Они такую селекцию проводят. Вот в начале, в конце 90-х, в середине 90-х, в начале 2000-х еще такое было, свободы, веяние свободы, более-менее открыто на Запад. Они потихоньку вычленяют, дают уезжать умным людям, потихоньку дают уезжать, а остаются глупые люди, и они воспроизводятся глупые. И ты не можешь даже поговорить ни на какую тему с этими людьми. Это называется, они селекцию проводят. Это очень умная власть, между прочим, в России. Она не глупая.
Она абсолютно не глупая. Даже вот сейчас вот война с Украиной, так аккуратно они ведут. Границы как бы открыты. Кто не поддерживает, кто может принести вред, дают выйти, уйти, чтобы проблемы не создавали, а другое быдло население, быдло массу на войну. Там умирает много, денежный какой-то маг удовольствия. Всех загоняет вот это вот денежное рабство, чтобы люди бедные были, подписывали контракты. Очень тонкая политика. Очень умные люди, между прочим, их нельзя недооценить у власти России. Они не глупые абсолютно. Потому что многие говорят, эта власть глупая, она развалится. Это ложь, это неправда. Она не развалится. Это очень опытная, многовековая, тысячелетняя история в этой стране. Все-таки в мире. Недооценить нельзя. Вот поэтому я говорю, и армяне должны очень относиться очень аккуратно, не провоцировать, настороженно, не идти на такие резкие конфликты. Технично, бочком надо уходить. Вот как страны Балтии смогли как-то соскочить с этого крючка, вот так и армяне должны. Потому что не надо забывать, что там все-таки в Гюмри очень большая военная база. Они могут в любое время дестабилизировать ситуацию. А вы были в Армении? Нет. Ну, практически я хотели- ее заочно знаю. Гористая местность, озеро Сиван, несколько крупных городов. Хотели там все время промышленность сделать, но так и не получилось. Советский Союз не дал развиться, Россия особенно. Закрытая граница с Турцией все время. Были авиационные сообщения через Россию, чуть-чуть через Грузию, но с событиями в Абхазии железная дорога закрыта. Азербайджан у нас проблемы. Тяжелая ситуация, в принципе. Нехорошая. Ну, сейчас вроде говорят, как железную дорогу хотят открыть. Хотят, да, хотят. Откроют ли? Вопрос вот такой. Мгм. Мгм. В то время надо спокойно, осторожно относиться к любым заявлениям. Салев, а у вас есть информация, сколько сейчас палестинских беженцев находится на территории Чеченской Республики? Я, если честно, такой информацией не владею. И меня этот вопрос, если я буду с вами максимально откровенен, и не интересует. Но там, наверное, 10-15 завезли они, этих дебилов. Просто был случай в Ингушетии, уже какие-то домогания к маленьким девочкам были там. Да, конечно, будет, это же арабы. Ничего страшного, пускай домогаются. Они же хотели мусульман, вот вам мусульмане. Все познается через сравнение. Хотели мусульман, арабов, вот вам мусульмане, арабы. Уже все И хотите на джихад. И видео то ли у вас в группе, то ли у антитеррора, там что арабы уже покупают земли, именно там дом строят. Да, они, даже не то, что они будут покупать, не будут их и продавать целенаправленно, чтобы они там осели. Это же политика стоят- России. Еще с царских времен к нам завозили этих арабов. Они говорили, вот, потомки шейхов там таких-то, потомки шейхов таких. На самом деле это арабы. Привозили нам царская Россия. Заселяли. Да, я видел это видео, стоял чеченец и араб. И вот араб Да. рассказывал то, что вот здесь мы будем покупать, строить, жить. Арабы, у нас арабы сейчас. Кого только у нас нет. И кумыки, и нагайцы, и арабы, и дагестанцы. Ну, все. Лишь бы... Вот вопрос, знаете, вот мне нравится, у армян все-таки есть это вот самая моноэтническая нация. Хорошо сохранились. А нам вот Россия всех закидывает, лишь бы они хоть кто, лишь бы не чеченцы. Хоть кто. Но они забывают одно. Чеченцы, они копают, если там родословную, сразу можно узнать. То есть, даже если затесался кто-то, можно узнать. Он не прокатит. Это как бы генетический код у чеченцев сложился. Да нет, почему? Я считаю, что чеченцы это ультра так консервативное общество, хоть даже они одели майку мусульманин, но они все равно чеченцы. Ну да. Это я вот сравнивал по своему Да. другу. Вот когда вот мы встречаемся раз в месяц со Сламбеком, и вот помню, он прибегает с открытыми глазами там насчет Ирака, то, что там полгода назад, что ли, помните, одобрили брак с маленькими девочками. Мгм. И вот он говорит это мне, говорит, представляешь, в Ираке на 9-летней можно жениться. И я вот стою на него и смотрю, думаю, неужели ты сам не знаешь, что по примеру кого это все происходит? И вот я и говорю, то есть чеченцы одели вот майку мусульманин, а сами даже не понимают, что это такое. Вот им то, что скажут на ухо. Ну, об этом Имамы же. Вот ему бородатые, то скажи, они прочитай бормочут. это, он будет ругаться. Да, правильно, да, правильно.
Потому что вот все, пелена перед глазами и не хочет читать. И сам Да. познать. Что сказал, Вот убей. это очень странный парадокс. Я не понимаю, вот почему у людей такой блок С малых стоит. лет зомбируют. Зомбоящики. Ну, Зомбированные люди. ну не знаю, но с малых лет это понятно. Дед Мороз, Снегурочка, но ему уже 30 с чем-то лет, ну как бы. Да. Но, Неужели? смотрите, с годами люди даже иногда не умеют, а глупеют. Бывает так, что они глупеют. Мозг превращается в какой-то детский. Ну, я бы не сказал то, что он глупый, все-таки он там Не, интересуется я понимаю, но наукой. он не старается познать. Видите, вот в чем вопрос. Он боится это сделать. Страх, обратно. Возвращаясь к тому же. Тоже качество страх. А потом, если не страх, то ложь. А если ложь помножена на страх, то все. Да, скорее всего, страх потерять того, что ты как бы тебе внушили, что это родное. Мне кажется, вот это вот. Он к этому, в этом самоидентифицируется. Боится потерять эту свою как бы основу. А на самом деле там ничего страшного нет. К нам присоединился, не знаю кто, Снежинка. Алло, объявите частичный джихад, пожалуйста. Снежинка. Алло, мусульмане, джихадисты. Салам алейкум. Алейкум салам. Салам алейкула. Аллаху билля. Аузу билля. Объявите джихад. Карен, вы заметили, когда мы дебатируем с этим мусульманином, мы говорим, вы кто? Я чуть-чуть как спокойно, можно говорить, вот, например, вы говорите, вы кто? Я армянин, как бы, да? Вам не надо ничего там прикрываться никакой-то там, вещами, какими-то догмами. Вы тоже говорите, я Виктор, у нас чеченец, вы Ира. нечего сказать. Добрый Джихад? день. Джихад. Добрый. Да. Виктор, я очень смущаюсь. Ага, И я впервые вообще рот открыла здесь. да, говорите. И я очень далека от джихада и вот этих всех дел. Я вообще в шоке от того, что происходит. У меня просто сердце разрывается, что с нашим народом стало. И мне хочется очень верить, чтобы не переступили эту черту невозврата. Но я боюсь, что поздно. может быть уже поздно. Да, мне страшно. Мы на Правда, джихаде. когда у я нас- вижу своих родных, я их не узнаю. Они все как будто бы... Я говорю на русском не потому, что я не говорю на родном, просто Мгм. мне так, наверное, чтобы понятно было. Мгм. Может быть, я надеюсь, что я не одна такая. Мгм. Но просто к старости уже, в пожилом возрасте осознать, что остается за тобою. Пустота для твоих детей, Мгм. которые повзрослели, им не за кого выйти замуж, не на ком жениться, потому что, это уже не те люди. И ты хочешь их сохранить для своего народа, потому что ты давал им образование, ты их воспитывал на своих традициях. И в конце концов выясняется, что это уже другой народ. И уже продолжение такого, какого я хотела бы для них, я не знаю, что делать. Потому что просто ради того, чтобы ногче чонг выйти и ногче ялу, Мгм. я не могу, у меня не получится с этими людьми. Сагергелу лилу матис, да? Какое-то общение. Но кроме как про Ибанов, кроме про еще каких-то вот этих людей, вообще нет общения никакого. Люди только вот, извиняюсь за выражение, жрачку готовить и вот это вот святош каких-то обсуждать. Все, больше разговоров нету. Что Правильно. случилось, я не могу понять. Случилось то, это что всё печально. случилось. Да, это страшно. Я слушаю эфиры, правда, в записи. М. И всегда мне очень хотелось многое сказать, но М. у меня начинаются, психика уже, наверное, нарушена. М. Спазмы начинаются. Я очень эмоционально все это переживаю, расстраиваюсь и как-то не вступаю в эти дискуссии, особенно когда я боюсь, что кто-то что-то, какую-то гадость мне скажет или напишет потом. Вот это вот. Но не потому, что я боюсь там чего-то или Мгм. как-то. Сухуалил, иштадвинал душ. Арбол талилу эрбул болних, дал сидуэл, дал это был, дал алаш был. Это на самом деле, как это бы так выразить,
правильно, это неоценимо просто. Вот против такой системы, против такого, извиняюсь, вот психоза, гипноза, дебилизма пойти вот как клин, знаете, вот это вот есть туда, вот врывать ну вот эти вот как, я не знаю, прорвать вот эту вот темноту и за собой какой-то луч пробивать, это очень отчаянные люди должны быть. В общем, хотя бы люди начали, наверное, думать о чем-то, да, вот как-то задумываться. И вообще узнавать это, что это такое, потому что вот все, что я узнаю, меня, извиняюсь за некрасивое слово, меня тошнило несколько месяцев от того, что я узнала. Я это сразу. Для меня вот я услышала один разговор вот в этих у Харварда, там вот это все мне стало очевидно. И ты еще там, по-моему, был тогда Соляр с ними. Я уже не помню, я много прослушала. Лекция, или не лекция, вот это эфир, чтобы все стало на место. Там много ума не надо. А вы были ранее верующие? Ну так, традиционно, как все. Но обычно это происходит, когда ты в семье теряешь кого-то, да. Тут вот это вот сразу такие набожные женщины где-то возникают. Они начинают рассказывать про кашчур-азаб. Там, ну вот это вот все, да, начинается. И ты вот под этим начинаешь там что-то вот делать все, чтобы тому, кто умер, стало хорошо. Ну и тебя потихоньку туда несет. Вот это вот, скорее всего, я думаю, что с нами это случилось на фоне того психоза, стресса, ужаса, пережитого вот в течение этих 2 войн. И этим только объясняется все это. Вот. Сомбек Мобилыш, я долго не могу говорить. И вообще. Последний вопрос. А вы когда это услышали у Пармата, вы сами перепроверили это? Или конечно. Нет, я еще до него ко мне, ну, я боюсь, что люди, как я говорю, поймут, люди, которые были очень близкие для меня, вдруг я их увидела, мне показалось, это афганцы, это уже не наши люди. И вот тогда я задумалась, все ли тут в порядке. И вот, ну, в общем, и тут как-то случайно у меня выскочили вот эти вот эфиры, и, в общем, как-то, я быстро разобралась с этим. Потому что то, что нам говорили, то, с чем мы как бы росли, и то, что оказывается, это просто ужас. Я выхожу, дальше это было, в общем. Секундочку, Да. 10 секунд. Ha vajori marsha yorilha de skul hay az khazit shtayda ditsena mukh ichi niamichi hochyor wedotchka ne mikrofon jdaye na kanal doyt don shakta mayal zabariyoch bahon hon khasketitsa bahon way norchi mахой буй милши была окер биохур чулял что цер микрофон даена хадагадек дуй хон хорам сахалит сафет нагад хасафет шек бир багечна هجوي قولي تدو شاك دمايل حي ديزك دوي حطيت توك شو يغل كوشو يغل وي مسي الميكروفون شدايتنا وي قولي شتو شاك دمايل انتي وستي شو تديتك Юристка. Маржан, Масира, Карен, я вас не знаю, но вот этих женщин я слышала. Я восхищаюсь вашей смелостью. Да, Я вот с вами так давно. хорошо. Наш брат, армянский брат, Да, да. самый преданный, самый чистый друг. Я рада. У меня лучшие друзья армяне по Грозному. Я до сих пор с ними на очень таких вот теплых, как бы вот в теплых отношениях. Это были необыкновенные люди, они есть сейчас. В общем, Последний вопрос, и я вас армян мы отпускаю. любим. Как бы будете Да, говорить, как вы Да. думаете, Спасибо. есть эффект от нашей деятельности или нет? Или уже закрывать лавочку надо? Я с этим к вам обратилась, не прошли ли мы вот эту вот черту? Я не знаю, потому что я не общаюсь ни с кем, в принципе. Ни с кем. Как-то очень одиноко. Очень одиноко. Да. Мы Понимаете? думаем, мы ломаем систему, мы не дадим им нас сломать. Мы Я будем думаю, ломать да, ее, иншаллах.
Да, да, я думаю, что если вот какой-то уже вот этих таких, ну, слишком вот таких вот натисков нет. Я думаю, ну, раньше же, помните, все заскакивали там, бюллетени, вот это вот все было. Сейчас как-то они уже чуть-чуть Успокоились, поприжухли, мне да, кажется, да, да. да. Я думаю, лучший способ защиты нападения — это не зря сказано. Мы уже Значит, за ними надо бить ходим. врага их же оружием, и все. В их логове, в ТикТоке. Да, 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 يا Да, حبيبتي, ладно, алдыкник. я вам очень Вайдыкник это шак благодарна. тамаялха. Нохчика Да, муссухена. Уппер да, де эш займача. Вайдадел элхичкана. Юна мета доғы. Самот доли мету. да, Дыкник да, медуин, да, шику ячки. да. Дот твоем ёхлит. Наша мокша ехал, марш югыл. О, маршил. Заза маржан маршил. Берестил. Hadi Маш, буду слушать Адык потом. да, Лёль. Виктор. Вот Карен, приветствую вас. Приветствую, Заза. Давно не было видно, да. слышно. Да, да, как вы, Карен? Забросили вы нас. Все нормально. Карен ушел. Нет, я всегда на связи. Да. Ты в Давайте вот апреле этой женщине, ушел, которая Я Карен, всегда ушла. да? на связи. Заза. Вот этой женщине, которая, она говорит, я первый раз говорю, вот для нее, для того, что она осмелилась, вот ей в подарок, именно лично ей, она будет слушать в записи, она сказала, я всегда слушаю в записи, поставим прекрасную, и вам тоже понравится, а потом будете говорить чеченскую музыку про любовь. Хорошо. Пускай прослушает в записи эта женщина, Машвол Булат, пускай обрадуется, что не все потеряно. Дистхилшей, Маш Долшаныш, приветствую всех. Dik dahil marş Марш doğru югыл. Laura, otahoy, hillete, hamiç allevte boş, öyle şmaaslo. Efirta ya. Hado, tamam, güçvel, iwaşt. Tetvirş, aşosu, hovenete, hamiç avute boş, öyle. Мудештуве, мог шира, мог штуймасо, Laura. Дох, что было шадок дикну. Мы за ними идем, за их головами. В ТикТок иногда ходим. На походы. Да, устал. ТикТок. Устал, да. ТикТok şu diyor Устал, çıkartsa да. şimdi ton boy sersen adım. Uçur boyda iş yapmış bular. TikTokçu açmış ve sen diyor. Şedava, yeti sunsa lele lo TikTok. Saha sunsa masız çuval lele hacır. Sarsa dere sunsa dalom duvi. Ну, ТикТок, она такая система. Телеграм, конечно, лучше, но они все в ТикТок перебежали. Oça narod din şair oça yok sun ayet rai Да. связь во ичан. Все мусульмане там в ТикТоке на джихаде была. Джихад Да, просто да. отвечаешь. День и ночь, день и ночь. Заза, пожалуйста, объявите в этом прямом эфире частичный джихад. Как его объявляют? Сарят, Влад, Заза. Карен, вы знаете Фатишку? Фатишку знаете же, да? Вот это наша знаменитость. У него 100 тысяч подписчиков в ТикТоке. Я к ней пошел на прямой эфир и пишу: Фатишка, дайте немного джихада. Она не поняла. Какой джихад? Я, говорит, джихад. Сою джихад. Сокушьяцкон. Я, говорит, джихад. И смеется. СБО. Все, понятно, говорю, Фатишка Боркал. Я говорю, пожалуйста, Фатишка, тогда, если даете немного джихада, объявите, пожалуйста, частичный всеобщий джихад. Вот. Она такая, я объявляю джихад. Прямой эфире, она еще не темы. А я там смеялся с ней. А, Фатишка вообще. Эйгар буис. Аллея, это зачулило. Карлуш Яцис. С одной стороны, молодец. Ай, молодец, мой ночи. Сейчас худится, садится. Ну что, Карен, продолжайте, вы же хотели... Дыца, мацадыц, она просто танцует всем Да, назло. Да. Она говорит, какой худ джихад, кричит. Сою джихад, кричит. Сою джихад. Он худ джихад. Она вообще не в теме. Один момент хотели ее пригласить на эфир. Она не понимает ничего. Шейхудит сагаться, в своем мире живет. Мало, она говорить не может. Она танцует. Она танцует и выясняет отношения с хейтерами.
Да-да-да. Постоянно у нее разборки с хейтерами. Кстати, Да. Булат, хонхет хинс TikTok чим дабы дэш Telegram чур дабы хинс хант эдиш ту алхитон хонхет. Вы бусал дин чалуш дэш ту я доголу что хуш ту алхитон. Ханхет гала. Заза. الدق الدق وين شيء هذا الدق دالهم داتا دلح خذ زمت наручник озм яйтно ой сала ой جهاد دارش بلوگرش بوی زکایوشی کتایوشی سليمانوشي تعجمشي контролировать дам амбиновыш лишен шариат Коран сунна хагда башбатвиш. Но у нас конечная цель, Булат, запретить Коран среди чеченцев и чеченском государстве. Серьезно, без шуток. Запретить на официальном уровне. Исун штенсах этом целча. Вот это мы сейчас основной массовой осознательно, потом тяки. И так удар херюксон, и ху удар херюксон, алшвел во бал больше махелили дала. Сабалца хел чвой кэч мадати вошах. Обязательно табал хубиш, буе воши марзон, воши гергуро кария. И бала бочвой вошах кэт. Делду имамш межга хегамш ба яхеч. Мах белчица воши, что с холе дежду. Шейн мах белчи межди хегам батубаца луш. Так вот мердикш овой худирду вот имтаасин вой нохчи мот амбеш вой истории амеш ишта и чуен что я. А так Запретить на государственном уровне Коран. Вот наша цель, конечно. Карен, говорите. А я хотел спросить у Зазы, есть она в ТикТоке или нет? Сидит или не сидит? В ТикТоке там какой-то у меня профиль есть с точками. Только научилась заходить, и только там на 2-3 страницы вообще там не это, не шарю, просто- ничего не понимаю. Жаркие эфиры у Халифа, у Да, Лауреата вот их я проходят. слушаю, да. У него, у Ибрагима. Там еще один есть приколист, как его ник, враг Аллаха. Это что-то, это вообще нечто. Харизма на ножках. Чеченец тоже? Не чеченец, я даже не знаю, кто он, но такой прикольный. Что-то я такого не видел. Вот такой сильный акцент, и это, не знаю я, кто он. Ну, в общем, иногда, когда увижу, я на него подписана, захожу и просто катаюсь под столом с каждого слова. Надо поискать, интересно. Какая у нас тема, лауреат? У нас тема проверочный такой ход именно в Телеграме, чтобы люди не забывали, что Телеграм тоже у нас есть. И самая главная цель, конечная цель чеченцев — запретить Коран на государственном уровне в Чеченской Республике в любой его форме. Даже если в оккупированной Чечне, то тоже запретить с помощью русских. И полностью запретить ислам среди чеченцев. Да, это наша цель. Мы будем добиваться этой цели. И мы к этому придем. Вы увидите. Лауреат, чеченцы очень идущую в ногу со временем люди. Мы любим роскошь, мы любим моду, мы любим все новое. И для чеченцев это все новое.
Вот только сейчас они приобрели эту религию, этот Коран, никогда раньше не знали, что это, как. Каждый занимался выживанием. И как только на эта мода пройдет, его и запрещать не надо будет, понимаешь ты? Это всего лишь мода. Как Нет, на надо Руси все-таки мода была официально на запретить. французский язык. Даже если уйдет мода, надо официально запретить. Вот только что-то новое выйдет, только им скажут, здесь не так уж много выгоды, они тут же побегут, причем как будто это были не они. Мы это знаем, нохчи мурбу, вайнмаха ваймурду. Мы делаем Дело то, в том, что что нам халле выгодно. нохши И вот бат в заза. данный момент, Вот в чем проблема. ну да, им Россия навязала, но все равно Нет, они это всего меняются лишь полностью. навсего мода. Ментально все полностью. Мода. Не-не-не-не. К сожалению, это изнутри размывает эта идеология. К сожалению, халле нохши бат. Тех нету, того стержня. Это так не пройдет. Надо просто вырезать на корню уже все. Это раковая опухоль. Дуйте, то, что было раньше, мода прошла, чеченцы вернулись на снег. Не те чеченцы. Потому что ислам есть там сура и аят, где говорится, если вы не будете покорны Аллаху, то мы заменим вас другими людьми. Что ты дали, нацер? Влади Удугов это еще говорил в 96 году. Они целенаправленно этого добивались и добились практически. Халле нохши бац, к сожалению. Даже вот если он говорит на чеченском, но он уже внутренний чеченец. Нет привязанности к своей культуре, к родине, языку. Он полностью араб. Недоараб, кстати. К сожалению, так. Поэтому надо на законодательной основе запрещать. Именно по закону. Чахдин, гап, как вот чужеродное тело, как контрабанда. Завез Коран, посадили. Или депортировали. Проповедуешь ислам, как секту, посадил его, депортировал. Все. Саляф, а вы видели блогера Адам Сауди? Что там проповедует? Религию тоже? Секстант? Да, в Мгм. Саудовской Аравии живет. Не видели такого? Нет, нет. Возможно, видел какие-то ролики. Про что он там говорит? Популярно Как обычно, про в мусульман. программе. Ну да. Да. Ну, он такой модный, современный. Криптой занимается. Какой-то этот бородатый рыжий такой, что ли? Да, 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 да. да, дебил. Тоже идиот. Смех Сказки и грех, рассказывает. конечно. Мгм. Он скорее бизнесмен с арабским уклоном. Лживый, к тому же. Занимается ложью. Обманывает людей. Кстати, Да к нам... они все бизнесмены, Да. лауреат. Все ради рекламы все это говорят, чтобы свое какое-то маленькое дело протолкнуть. Все посажены на эту новую моду, поэтому они через нее даже свои маленькие бизнесы толкают. Я видела такой небольшой ролик, один там сидит и возмущается, что он увидел в ТикТоке где-то в пространствах интернета, что, мол, будет запрещен Коран, и начинается его речь с чего? Моя страница Арома, Мгм. Скоро Арома рекламу клуб, делают. Да. да-да, своей странице рекламу, и так как именно эта тема в моде сегодня дома, они просто, мы же знаем, как мы любим вот эту вот славу прославлять, своих. Вот это просто направлено не в ту сторону. Они думают, что это наше. И поэтому вот я 10 раз в день молюсь, а я прочитал 90 раз хадисы, а я вот это. И вот они просто не знают, что это не наше. Поэтому, так как на сегодняшний день это в моде делать, как бы за это поощряют чеченское общество. Вот, не говорят, как раньше было, вот он ахву, он помог стольки-то семьям бедным. Вот этот, там, я не знаю, усыновил там 3 мальчиков без родителей. Этот отомстил за свою чеченскую сестру. Сегодня уже по-другому как бы измеряется вот это а, конхала и конах, зуд конах, так.
Поэтому они этими делами и занимаются, потому что им внушили, что это наше. А мы свое бережем, проталкиваем. Просто как-то вот наше, не понимая, как отложили на полку куда-то там, запылилось наше родное, непозорное, такое благородное, гордое наше, отложено на дальнюю полку и прославляется чужое, грязное, пытаемся очистить от этой грязи вековой, от 1400 лет давности вековой грязи, оправдываем все это непонятное. На это мода пройдет, лауреат, помяни мое слово. И причем уже не скоро. Я не думала, что вот до сегодняшнего дня, вот сколько вот я лет слушаю все это, смотрю, новые люди приходят, потом уходят. И я даже не думала, что так скоро мы придем к сегодняшнему дню, когда человек может говорить, пускай под закидывание помидорами, под звуки дубинок, но все равно чеченцы начали говорить. Конечно же, боятся, но говорят. Это большой прорыв. Все-таки мы выживем, я в это верю. Наш народ все равно оживет. Обезвоженный, обескровленный народ оживет. С помощью джихада. К нам присоединился Холостяк, кстати. Холостяк, вы хотите что-нибудь добавить по поводу джихада? Вообще вы привержены идеям джихада? Вы вообще сами по сути и сущности своей вы джихадист? Холостяк, говорите. Или вы предпочитаете слушать? Давайте, Заза, с вашего позволения, с позволения Карен, если вы, конечно, нам разрешите, мы для нашего холостяка песню поставим про любовь. Пускай слушает на чеченском лучше чеченские песни про любовь, чем арабские нашиты. Как вы думаете? Я согласен. Все, сейчас смотрите, красивую песню чеченскую про любовь. Давайте слушаем. Хорошей, прекрасной аранжировки. Прекрасная, великолепная песня в исполнении Анзора Бакаева «Хилла Сатисар Эрна». Это парень пропал без вести. Очень хорошая была восходящая даже звезда, на самом деле. Мы знаем, почему он пропал, почему его убили. Обычно всех нормальных, талантливых людей в Чечне убивают. Вот так вот. Мне напомнило это творчество Юрия Шевчука. Мгм. Но этот парень, который пропал тогда, его убили, на самом деле. Певец очень знаменитый сейчас. Молодой был парень, пел хорошо, очень хорошо на чешском пел, на русском. Вообще хорошая у него была аранжировка, хороший музыкальный, вот это, хороший музыкальный ряд. Шикарная. Он пропал, лауреат. Ну, вот Во этот время парень, войны? не его вот эта вот российская власть ФСБшная убили. У нас же всех убивают, которые нормально, здравомыслящих людей, там, людей, которые могут Бедные что-то... его родственники. Как им, наверное, больно. Да, собурлают. Да, Анзор Бакаев. Хороший был певец. Такие вот дела. Нельзя у нас ни петь нельзя, ни что-то сказать, ни высказывать. Спел песню не из того формата. Сразу пропал, убили или запретили. Должен быть в мешке, бородатый, петь там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все. Песню чешской петь нельзя, современной музыкой нельзя, моду, модная одежда нельзя, что-то сказать, выехать, заехать нельзя. Все под контролем. Все, мусульмане, джихад, Россия мощь. Россия великая страна, наша Родина, нас спас Путин. Так, Холостяк, как вы думаете, мы имеем право песню слушать на чешском или нет? Давайте, говорите. Или будете молчать? Мгм. М? Laura, son هو قال خيط قاعد ويديش ورسوقا هين شادرق خل دل وجه بخيل شود ويديش دو Мгм. هم باش يعتقش مداتي أدم Мгм, мгм. شير يعقش دو أدم دو يعقش ويديشون أقين وبروس مودو دعوة لاتش دو هاوي تعقل داقمات جينشر آربل تشيري كورتوش دا ديزي هر ديزي بوف مخيلات أوغروزي وقيتها يشير باش مثلا خير ولا تعويلي ناتا بوس وبشيش تا نيروي
сообществе юка отсумон ойлич. Так вот закавига от вайкоман представитель душеш бог был бакинах бат. Вот тубакич нахе от журналист тунех юка ше юка бал буйхуш. Инс, например, вай буол инс вай наха таханлер дина вай дуол бал. Вай кортош да герч буиш вай цахбол нах изош буиш вай исламон дуал дуэл. От баханс. Так от журналист так хаттер дал меттек цайол ишташ юка демократ. Bu исламын вопрос поднятен, что юка, что ком юка, сан опасность юили, цегер шун опасность юи, але шти хаттер луш. Шеш осведомлят унца до царвейном махает, сан шдой эмосома, они используют этих клоунов. Но все равно использовать беш буй, шеш деш дуй цег дахи, и баки нах буй, и представитель, что шеш бог, нах. Им не лучше, как можно скорее конференции именно на исламскую тему муфти конференцию телефончик связь дебать шава коман сагат дешвол разница я любой ночи коман сагат дешвол с конференции сега и разобрать да ищ конференция сих более Ricardo Alhetsу. Не халка, иш бистройшаха, журналист халка. Иш вопрос слушсан, что юка буй аж, например, аж лело шел партии, представительство, аж представитель шел партии, такие через зулум дирду, ал шу юка нах буй, ал иш хаттерш далит журналист, так, чтобы поторопить их. Прямо я аржумы, цан ал цахумадат, дербу, таюк абук ислам, харцаду, ислам ночка, тёвшдат, ал наха и алдиш моду цар. Так аж разобраться, задушай нюка, ал это простой, ясный вопрос, моду, он алч, и там это же забор маяти, нах волши дой орду, кортош бог, бош, нах изош терроризм, шейком юка, шейком терроризм и любовь, что он гендол шумаду, об этом умалчивают журналисты. Но вопрос в том, что это еще адуется к шадек нисту, но вопрос в том, что это информационное поле заполнено и заполонено именно русскими ФСБшными, к сожалению, журналистами русскоговорящими. А, например, если, например, ваш покорный слуга, я просто за ваш говорю, если я начну вещать на иностранном языке, меня не услышат чеченцы, к сожалению. Я буду вещать в пустоту. Охватываешь мы, например, в ТикТок мы заходим, там у нас уже люди других национальностей к нам заскакивают. Они говорят, вот, и мы беседуем. Заходят мусульмане, так называемые чеченоговорящие, и мы показываем всю несостоятельность, необоснованность их секста. Мы говорим, вот, смотри, ты же так реально защищал ты религию ислам по отношению ко мне. Защищай перед евреями, допустим. Евреи раз его осадили. Ему стыдно. Я говорю, вот, главное, вот как бывает, когда ты не стоишь на своем чеченском. Потому что, когда ты просто говоришь, я чеченец, ты не должен ни за что отвечать. Ты отвечаешь за себя и за свою землю, за свою родину. А он должен отвечать за какую-то исламскую аморфную уму опущенных мусульман. И их дать, потому что им не дадут задать вопрос. А мусульмане никогда не идут на дебаты. Вот в чем вопрос был. Лаура, я понял. И гражданское население, по голове политики так называемые, они же не надо. придут, ты же прекрасно знаешь, Булат. Вот они придут, когда их уже мы Когда их начнем, прижмут к стенке. вот эти журналисты, с кем они вот ведут свои вот эти дебаты или что, вот когда мы на этих журналистов нам надо А они же давить, только с ними чтобы они- работают. Да, чтобы они вот такие вопросы им задавали, и чтобы они знали, что они разговаривают
с террористами по умолчанию. Да, совершенно верно. Пускай, Но они пускай их даже создают, они не этих знают. террористов. Ну да, Они они знают, вот вот все им надо, украинские журналисты, им допустим, надо, русскоговорящие, они с этими террористами общаются, потому что им это выгодно. Украине и России нужен исламский фактор среди чеченцев. Им не нужны чеченцы простые. Им нужны да, мусульмане-чеченцы, чеченоговорящие. Вот им что нужно, к сожалению, для нас. да, вот в чем дело. Вы понимаете, что вы конференцию или интервью ведете с террористом по умолчанию, Да, но Цунгхан чтобы они Тургалч. это признали, Булат, надо Да, до конца прижать их со всех сторон, вот как ваш покорный слуга говорит, надо да, запретить Коран. Вот этот голос, который я говорю, надо запретить Коран, надо, чтобы это в массы ушло. Больше в массы, да, чтобы чеченцы да, даже задавались, как запретить Коран. Там какой-то человек, другие люди говорят, надо запретить Коран. Почему он это говорит? Он сперва сумасшедший, он идиот. А потом они принимают всерьез это. Это как вот это, сперва люди недооценивают, смеются, потом недооценивают, потом уже боятся, потом принимают всерьез. Это Махатма Ганди сказал. Это. Поэтому Иштхадиз, надо до конца их давить. Нельзя с ними говорить ахламаздыч Иштхадиумандас. Надо давить до конца и говорить, это гидра исламская. Это орудие, инструмент в руках России. Его надо в чеченском именно обществе. Мы же не боремся с исламом. Мы же не боремся со всем исламом во всех нациях. Нас это не интересует. Нам нужно именно в чеченской нации, в чеченской среде, в чеченском информационном поле, чтобы эти голоса были все больше, настойчивы и доходили до своего адресата. Говорит, надо запретить Коран. Надо запретить ислам. Это секста одного араба-бедуина. Да, здесь штука, там нету там дискуссий. И когда кто-то приходит, говорит, вот вы исламофоб. Нет, я не исламофоб. Я же не говорю, чтобы запретить это в других нациях или в других странах. Я говорю им для чеченской, потому что это наносит нам вред. И читать суры аяты. Читать просто суры аяты. И все. И Бог Бабишбу, к сожалению, очень неграмотно еще ведется борьба. Просто идет обсуждение религии. Но именно жестко, целенаправленно, бяш-бал-бац, к сожалению, вот даже вот наши демократы, допустим, я их всегда критикую за это, потому что я не демократ, я ни в какой партии не состою, я просто чеченец, сонохчиву, и поэтому я кричу во весь горло, во весь голос, во все горло, сонохчиву, я чеченец, олкас, я никого не представляю, я чеченец, сонохчиву, я представитель чеченской нации, я представляю чеченскую нацию, я говорю, я чеченец, сонохчиву, Конохчуду, Охбор и Бусалдин, секста одного араба-бедуина, который ничего не имеет общего с нами, мы должны запретить. Коран запретить. Кто-то приходит и говорит, хат-хат поирмат эхтид, хамилу, нохчеву, имилу и арбову, цохар-хар-хар лели нахайон. Я жут и так. Иду это здесь. А там то, что говорят, ламас дерх мацеборивай, Ахишняч Мацеборовой, Шилама Сисюхау, Шизикар Дяшля, Зикар Бричан. Это дело уже, это никогда не вернется. И это никогда не вернется на тот суфизм, который нам Россия тоже навязала через кумыков, турков. Между 17 и 19 веком. Да, это не вернется никогда в это. Эти процессы мы не контролируем. Это Россия контролировала, когда был еще железный занавес, Советский Союз и царская Россия. Сейчас нужно просто говорить, ислам это ничего общего не имеющего с нами идеология, секста одного араба-бедуина. Там не надо бояться там зикристов обидеть каких-то, хажи-муридов, каких-то чеченоговорящих мусульман. Пускай обижаются, ничего страшного, зато они будут открывать глаза. Надо запретить Коран. Все. Даже вот на территории Российской Федерации, если Чечня находится под оккупацией, нужно, чтобы эти голоса услышали, и чтобы Россия была вынуждена запретить Коран на территории Чеченской Республики. Так же, как она нам его навязала. Потому что если Россия хочет сохранить территорию Чеченской Республики в своей федерации, это желание, это требование чеченской нации, запретите Коран на территории Чеченской Республики. Все. И внесите это в Конституцию Российской Федерации, и вводите это в Конституцию Чеченской Республики, оккупированную, но вами считаемой частью, неотъемлемой частью Российской Федерации, что в Чечне запрещен Коран. Запрещен ислам по законам Российской Федерации. Статья 28, которая говорит «Свобода вероисповедания», маленькие дополнение к этой статье Конституции Российской Федерации, 28 bis, Чеченская Республика в частном порядке именно на территории Чеченской Республики запретить Коран. Все.
проголосовать парламентом Российской Федерации. Мы это сделаем, да, Алмазхан. Да, так, молодец, с нами работают юристы. Вот эти мусульмане, так называемые джихадисты, которые заходят с территории Российской Федерации, мы им говорим, Конституция Российской Федерации не запрещает свободное вероисповедание или вообще ни во что не верить. Это статья 28. Потом есть уголовное наказание за это. Сейчас худые, это же глупые люди. Аудал, мобо, это необразованные люди на самом деле. Они думают, что они что-то несут. Просто, к сожалению, они уничтожили нашу так называемую интеллигенцию, элиту интеллектуальную. Поэтому некому с ними бороться. Вот ваш покорный слуга, я не претендую на роль интеллигента, там, интеллектуала, но я не в российском информационном поле и не в российском законодательном поле. Я уже как бы вынужден уехать, я на территории западных стран нахожусь. Поэтому я вообще-то российские законы я тоже не признаю. Но если бы я был бы там на территории Российской Федерации, я должен был бы как-то жить. Я бы по законам Российской Федерации уничтожал бы ислам на территории Чеченской Республики. Всех этих муджахедов, исламистов, джихадистов с помощью русских, призывая русских к тому, чтобы Чечня была в составе Российской Федерации, выжигать на корню этот ислам, который это же русня навязывает своим ФСБ. Давая им понять, что чем больше вы превращаете чеченцев в мусульман, тем сильнее они будут противостоять вам. Это называется такие. Они же из нас делают мусульман. Кто на сегодняшний день делает из чеченцев мусульман? На протяжении веков. Россия. И надо этим россиянам, русской власти, это оккупационной, имперской, сказать, хватит из нас делать мусульман-басурман, дайте нам просто быть чеченцами. Раз уж вы нас убивали, оккупировали, то просто дайте нам жить на своей территории под оккупацией, потому что мы же оккупированы, но будучи чеченцами, а не мусульманами, недочеченцами, а не чеченоговорящими мусульманами. И диц хэкал должен нахбацывать. Вот эта вся власть, которая так называемая за чеченскую независимость боролась, она привела нас в этот исламизм. Все мусульманами были. То, что мы сегодня пожинаем плоды, это исламизация. К сожалению, и что из Ваймячо Дацбяхча, Яндарбиев, Дудай, Царь и Шаркс, Кайлшкайкуш, и Маджахедж Гулдаш, и Арбы Болчи, Дааш, первые их действия, поехать в Мекку, голым, полуголым ходить вокруг Каабы. Эти семинары с мусульманами, ни одно представительство, даже маленькое представительство в странах Запада не открыли. Масхадов пошел тем же путем. Они Сахаацан, это не интеллигенция, к сожалению. Мелдол, хайкал, тектар, чумахкар, вадитан, дабок, цакич, бац, инса, ваху, клановость я ржу. Инса даже заходишь к ЧДП, например, ты начинаешь им говорить, ислам это зло, Коран это убийственная книга для чеченцев. Ты что, адекцалер тахумдац, Камасутра, сексуально похотливые, развратные сцены описываются там, призывы к убийству, к ненависти. Ты что, язин, моду убивайте голову, режьте. Зачем чеченцам за какой-то опущенный ум умирать? Вахоши сейчас, вы ишь Мерседес, вы ишь это же называется нравственная честность. Тебе говорят открытым текстом, адишайз. Садок царь, половинчатые все, мусульмане, половинчатые. Авухар, вы сказал, мадац, и царь Иш мадац, ислам не предусматривает дебаты. Мусульмане не предусматривают и принимают саму возможность с кем-то. Или они под кем-то сидят, мусульмане, кем? Все. Бусал, нахбы, яца, вахен, погонять, что погонять, как рабов. Одного имама над ним посидеть, и все, и гоняешь ты. Или они глядят себе на голову. С ним невозможно равноправное отношение. Вот это тут мое, ты уважаешь меня, я уважаю тебя. Это не Сама секста не предусматривает понятие равноправия. Она или экспансия, или рабство. Слушай, я один моду, ей угрожает понятие людей. Это же текст, надо ее рассказывать. Здесь, к сожалению, модерн спокойно. Куда идут? Вот уже 5-й год или 4,5. Одно и то же, 7 век. Надо уже конкретно, ясно цели обозначить. Какая у нас цель? У чеченской нации цель уничтожить ислам, выжать его на корню среди чеченцев. Коран запретить в любой его форме.
в любой форме власти в Чеченской Республике. Оккупационная, русская, будь то современная, независимая, будь то недооккупационная, будь то половинчатая, будь то федерация, как бы там ни было, Коран надо запретить. И все. Бусал Бьюбошил, ведь Эргум сейчас вот под ФСБ, который ходит. Хаккан, когда видишь, что народ это не принимает, потому что надо вот эту волну возмущения, негодования, вот с Самдах Мадезис. Любая имперская власть идет на поводу у народа, лишь бы не упустить эту власть из своих рук. К сожалению, нам навязали ислам. 91 года, с 89-го, все эти необученные грязные муллы, имамы КГБшные, наследственные, именно по поколениям, династийные, арабош. Tek doch is wij met jou dat bergje от маятничка литтен бу инах необразованные эти муллы, имамы, зикаршдойш сарги. Бешнище, шголше, шкюстхидойш, и назмишлюхич. Дьярк из wij met jou dat bergje Шамиль Басаев, ла ила иллаллах, Джоухар Дудаев, ла ила. Wij met jou и dat bergje и дар царь навязывает, динду из царь аль-халк бахчара навязывает, дина с помощью русских, 91 штук. Демократ Хавох, он половинчатый мусульманин. Хавох, цанохчи убошил, цана ла илла бошил. Вот единственное, что нас может обидеть, когда чеченцы конкретно выйдут и скажут, тхун и ислам мекштат, тхун Коран, ох, илочтат. Надо запретить. И я очень, да, тебя, халхума, я, мадаться тебя, цахир, ишмадагван, вот начинали квартбаха, идут. Раз, инзнага, юкверт, штуй. Awel habusol bu nog charge tiun har ermlo hon har qewon sun hala dita ibusol din ahsun madir yagaita muzmamad si ahlardi du qor shun dadish я ajut ibusol bu bosh bu ногчи. И что дунен hala гейт мабедиш, их несостоятельность, их необоснованность, что они не могут защитить это, что они могут пугать под русским сапогом таких же чеченцев свободных, которые им русня отдает в пасть. А русня будет нас отдавать до тех пор, пока мы будем половинчатыми. Когда вот мы четко, открыто не заявим русским, нам ислам не подходит, то, что вы навязываете. Да, мы рабы русских, да, мы под оккупацией, но ислам нам не подходит. Мы требуем запретить Коран на законодательном уровне. А в странах Запада требуют у западных стран, те, кто представляется чеченцами, приезжают в страны Запада, сдаются, но потом становятся мусульманами. Это не чеченцы, это террористы русского террористического образования государства, которое распространяет на государственном уровне русский православный исламистский джихад, шариат. Иш, ночи, бац, преследуйте их как террористов, пожалуйста. Они терроризуют и чеченцев, и представляют национальную опасность и безопасность тех стран, на которых они находятся. Штука, ночи должны говорить в один голос. Нормальный, здравомыслящий. Не надо бояться. Мы же не идем даже против власти. Мы просто говорим, мы даже не призываем против России. Мы говорим наоборот России, пожалуйста, матушка Россия, избавь нас от этого ислама. Запрети этот Коран. Ты же православная Русь. Зачем ты из нас делаешь мусульман? Дай нам быть просто чеченцами. Нам не надо быть никем. И все, это очень спокойно, свободно надо эти вещи говорить. Я присоединился к Иксраун. И ветеран Ганнибала. Можете говорить. Машну. Маша düşünse söyle bakalım Sera. Veteran, visst kolla som båtarna och mätta Zürcher Schörsen då visst har. طب خدت شوية الوقت شو تقول ميزو حاجة وقت روسو خدت شوية الوقت دستو. Лауреат, президент Путин не готов еще пока к таким такие вопросы решать. Я понимаю, но мы должны дать ему услышать этот голос. Коран целовать дешь, мечеть строить дешь, оборотчик Мавела, он знает, как разделять чеченцев. Знает. А мы должны знать, что мы должны ему знать противостоять. Да, Он знает, да. как нас сделать рабами, а мы должны дать знать, чтобы он работал на нас, мерзавец. Да. Поэтому мы должны сейчас как-то настроиться на имамов, на муллов, на муфтиев,
вот эти вообще вообще ни черта, что э, рядовой мусульман, с ними уже бесполезно говорить. Они уже сами поняли, что они ничего не знают. Нам сейчас надо как-то вот с этой норы вытягивать вот этих имамов, вот этих муллов. Вот сейчас их надо на вид ставить. А тем более тех, кто на себя берут ответственность за нацию. Совершенно верно. Поэтому мы долбим Музмагомадова, Саляха, Лубянска. Мы говорим, подождите, Салях Лубянский, вы муфти Чеченской Республики оккупированы? Да. Вы являетесь гражданином Российской Федерации? Да. У вас есть русский паспорт? Да. Мы понимаем, что вы работаете на ФСБ, но я являюсь гражданином, в скобках мы говорим, так надо с ним говорить, Российской Федерации, чеченец. Я чеченец. Я требую, чтобы по законам Российской Федерации статья 28 Конституции Российской Федерации, а также Уголовно-процессуальный кодекс, который защищает мои права, вы меня не притесняли. Вот таких чеченцев надо наплодить тоже в России. Чтобы чеченцы, которые под оккупацией в Российской Федерации с российскими паспортами, требовали свои права. Но, к сожалению, их надо культивировать, чтобы просвещать, чтобы было образование. И поэтому русские делают все, чтобы они образовывались даже на территории Российской Федерации. Везде мечети, везде мулы, везде имамы, везде это проповедь. Все ради Аллаха умирают. А мы должны говорить, нет, я гражданин, надо свои права требовать, надо быть умным. Я гражданин Российской Федерации, требую, чтобы статья 28 Конституции основополагающего закона Российской Федерации, цементирующая это государство, Конституция Российской Федерации, соблюдалась по отношению ко мне. Я являюсь гражданином Российской Федерации. Почему духовное лицо в лице Саляха Лубянского ущемляет мои права, не разрешает мне быть чеченцем, просто жить на территории Российской Федерации, если даже я не нахожусь на территории оккупированной Чеченской Республики, на территории Чеченской Республики. Почему я должен ходить в мечеть? Почему я должен слушать проповеди? Почему я должен кричать, что я мусульманин? Почему я должен целовать Коран? Почему я должен кричать Аллах Акбар? Или Икбер Аллах, или Икбер Аллах, или Аллах Экбер? Тогда как вот русский сидит рядом со мной, это его не касается. А почему-то я избранно, выборочно должен быть мусульманином и кричать. И духовный, и слишком. Потому вот к этому мы пришли. Вот у нас Советский Союз распался, когда они начали кричать «Бусал, бусал, бусал». Воевали, столько парней, людей поуничтожали, поубивали. К чему мы пришли? К джихаду? Начинали с джихада и пришли к джихаду. При Дудаеве начался джихад, при Завгаеве начался джихад. Мечеть первая центральная, которая строилась при Завгаеве, начала строиться в 89 году возле центрального рынка Зеленый базар Елша. Завгаев же ее начал, при Завгаеве начали строить. Мусалдин даже Шварказа, даже его передачу на ОРТ, первый чеченец выступает, надо передавать на дугочем. Мы мусульмане, у нас возрождается ислам Божий. А шеф Дохку Гапурович Загаев, Мудазмон. Туда пришел джихад, мусульмане, Шаркел. И вот у нас, зачем нам надо тогда было воевать, если мы в джихаде, в Диндахвату Шдаркой, мы воевали с Россией для того, чтобы Россия нас убила, и чтобы у нас остался ислам. И такой таглильник. Да мы что, идиоты, что ли? Или у нас независимость, или мы граждане. Что плохо, что мы привыкли жить в несвободной стране, униженными, привыкли, уже многие привыкли, многим так удобно, но в свободной стране у нас две возможности были перед Первой войной и после Первой войны. Мы, к сожалению, доказали, что мы не умеем жить как свободные люди. Вот перед Первой войной была у нас возможность. После Первой войны... Не показали, ветеран. Вот вспомни свою молодость, свое детство. Ты же учился, ты же был прекрасным парнем молодым. Ты был в интернате, ты учился на историка, там занимался. Хотя витан от сна, хотя на вид хайкал должен быть, нормальный арабу, хайрбольна, худорком гунда. Вот сейчас нам придется опять, думаю, вот сейчас последний шанс у нас будет. Но если мы этим шансом не воспользуемся, у нас больше шанса не будет. У нас 2 шанса было. И вот когда эти муллы все разбегутся, нам придется встать с колен. Они нас посадили на колени 5 раз в день,
сажают на колени. Вот когда они все разбегутся, вся эта агентура, все эти стукачи, и нам, не знаю, один шанс будет у нас. Станем мы с колен или опять будем продолжать. Но если мы не станем, все, чеченского народа не будет. Коллег, Ислам Магадари, можем? Конечно, говорите, обязательно надо говорить. Сейчас, минуточку, я режим. Одну секунду. Все. Вы в режим Мне надо джихада просто на входите, наушниках. Крикс? Доктор Крикс, кстати, на связи. Не, мне надо просто... Не надо наушник поменять надо было из шумоподавления на окружающий звук. Чтобы я тут не орал, как сумасшедший, а то соседи будут недовольны. Я что хочу сказать, смотрите, сейчас дело дошло до того, да, потихоньку человек набирает опыт. Я вот скажу, если человек есть разум и есть смелость сказать правду, то, конечно, он будет развиваться, он будет учиться на ошибках прошлой истории, а не совершать его из-за того, что он зависимый мнение от некоторых большинства, да, как бы это горько не было. Но дело сейчас таково, что нам надо признать честно, что не все, которые покинули ислам, являются достаточно честными людьми, и достаточно хватает и среди тех, которые покинули ислам, также, которые готовы продаться. Примерно возьмем вот этих мул, о которых мы говорим, да, многие будут думать, что они какие-то там, верующие люди. Да никакой, ребята. Они вообще даже не верят в это. Просто они его оседлали. Это просто бизнес, понимаете ли? И они вообще не верят в это. Они все это знают. Они знают, что это система для управления, скажем, такая, механизм для управления, да, над тупой массой. И надо говорить не просто масса, а тупой массой. Потому что когда мы не говорим все как есть, а иногда надо бить жестко, чтобы быдло проснулось, да, потому что я понял, быдло любит, когда их бьют лживыми словами или когда их там ставят в одно место. И поэтому я считаю, правдой тоже их надо ставить в одно место, но для того, чтобы доходило до них. И быдло надо объяснять, смотрите, быдло. И я что хочу сказать, ладно, эти муллы, имамы, они, эти все политики, они сами не являются таковыми мусульманами, и они отлично знают это. Это всего лишь инструмент для пользования. Я бы тоже так же сделал бы, если бы, например, я был бы вот диктатором, да, я точно так же взял бы это самое, начал бы строить мечети, церкви, понимаете ли? И любая система, вот вообще система власти, она знает, что вот эти все церкви, мечети, они очень выгодная штука, как сказать, как бы давать надежду не сейчас, а после смерти, понимаете? И сейчас я хочу сказать, недостаточно иметь людей, что якобы они покинули ислам, якобы они критикуют ислам и все такое. Потому что достаточно есть и среди тех, которые покинули ислам, которые критикуют ислам, но не прочь наживиться. Боятся правды, боятся признать эту правду. Понимаете ли? И поэтому говорить, что, мол, это самое, если люди там отступились от ислама, то это будет все нормально. Нет, например, если взять ту же систему управления, да, Федеральная служба безопасности, кавычка, да, фактически мафия, да, бандитизм и, как сказать, ОПГ московская, лубянская, которая даже не является никакой Федеральной службой безопасности России. Они смогут оседлать, найти элементарно другого, они же чувствуют хорошо, кто готов продаться. Они ищут изъяны, как бы его вот, как бы, или словить его там, на этих самых, как сказать это, как это называется, чем занимался Эпштейн, он собирал вот это всякое всего с политиков, как это называется на русском языке? Педофайла. Компромат. Да, спасибо, коллега. Да, компромат, да. Или они будут компромат собирать, там, смотрят, давить на слабость, да,
главное, ну, я не буду говорить все как есть, а иначе враги это возьмут на вооружение. И они смотрят, и такие есть, слабые во всем. И чтобы распознать слабых, которые к нам приходят, чтобы они не учились, чтобы их не распознавать, нам нельзя это рассказывать. Среди нас это надо только окружение, чтобы мы могли их выявлять. Это можно их легко выявить. Даже если у тебя не будет доказательств, но то, что этот человек является слабаком, что он может в любой момент там, дать заднюю там, или продаться, это очень легко. Просто там есть психологические, ну, кое-какие секреты свои, да. И не тяжело распознать, да. Точно так же, как многие предполагают, что я такой наивный, поверчивый. Поверьте мне, вы даже не понимаете, насколько я могу быть хорошим другом, но и коварным врагом. Я могу также думать коварно, я могу для ваших глаз оставаться таким наивным, таким безвинным, понимаете, но могу быть очень даже жестоким, который буду, ну, жестко пройтись могу, да, и во всем. Так что мне очень даже нравится, когда некоторые враги, которые мне не раз старались подсылать своих агентов, там, войти ко мне доверие, там, у них ничего не получилось, потому что они думали, все-таки он глупый. Поверьте мне, сидящие тут музмуаммадовцы, ничтожество, которые потом будут слушать эту запись. Я надеюсь, у нас запись идет, идет запись. Поверьте мне, у вас ничего не получится, да. Вы даже не понимаете, какой я могу стать отморозком и какие у меня могут быть компроматы, которые вам самим придется прыгать на бутылки. Поверьте мне, вы меня отморозка не знаете. Вот так вот. И поэтому, ребята, работать придется, ну, как сказать, жестко. Ну, в нынешней ситуации говорить о каком-то государстве тут бесполезно, потому что продажи есть. Вот эти все чуваки, которые сидят, они никто не верит. Никто из них не является верующим мусульманином, ребята. Если бы они действительно были бы верующими мусульманами, то их можно было бы распознать как верующими, которые, ну, могут работать, да, которым, ну, противостоять против этого. Ну, посмотрите на них. Вот даже Ахишков, который вот начинает там говорить, брать машаллах, там все такое, да, и там прокалывается. Не видно тут веры, просто борода, там все такое. Кто-то наивный дурачок купится над этим, да, пожизненно такой, да. Но настоящего мусульманина можно отличить. А из этих всех пропагандистов, всех этих мул, они не являются верующими, ребята. Они сами в это не верят вообще. Это бизнес, just бизнес, понимаете ли? И поэтому в нынешней ситуации, как сказать, я честно скажу, что-либо говорить, мы поедем домой, у нас будет государство. Нам надо именно тут, именно здесь, на Западе, собирать вокруг себя хороших единомышленников. Сначала тут даже говорить даже ни о чем. Сначала нам надо иметь хороших союзников, родственников, я прямо так скажу. Не просто там взяли, там собрались, поболтали, все такое. Мне, честно сказать, такое неинтересно, я честно скажу, болтать. Мне нужно братство, мне нужен клан. Домой вы никто не вернетесь. Вернется тот, кто вот там шпионит там, или тот, кто скажет, я вам сдаю их всех, там дайте мне вернуться, родина. Да объедяйся, как это скажем, сицда и лахдуй. Эта земля везде хватает, да, мне вот нравится одна фраза хорошая, да, вот из фильма Марвел, да, которая называется Тор, если не ошибаюсь, да, или Мстители. Там вот Один говорит, Асгард это не там Асгард, а именно Асгард там, где асгардиане, понимаете ли? И единственное, вот люди, я вижу, замкнулись, государство, земля, вот эта Россия научила людей думать такое мышление, земля, государство, моя держава, понимаешь, на патриотизме. Ребята, сила, она в единстве, понимаете ли? Если историю посмотреть,
И наши предки когда-то делали набеги, там, захватывали, понимаете. Наши родственники европейцы, все делали. Примерно возьмем наших родственников европейцев, да? Пошли в Америку. Что они сделали? Взяли там, вытеснили местный народ и захватили власть. Понимаете ли? Возьмем примерно евреев изгнания, да? Вообще о том говорить, что да, они говорили, да, у нас есть земля. Они рассказывали о вере, передавая, потому что вера укрепляет и дает мотивацию. Кто бы, что бы ни говорил, да, вера это фигня, то и все там. Ребята, понимаете, те, которые говорят вот так, да, и при этом говорят о каком-то идеологии, о институте, там, о сохранении нации, без веры ни одна нация не сохраняется, и единство не сохраняется. Потому что вера мотивировать, жертвовать, друг ради друга, друг ради близких, особенно националистическое, ради чего-то высшего. А если у тебя нет веры, ты живешь только сейчас. Понимаешь ты? Вы можете быть неверующими. Но я честно скажу, я знаю, если человек там говорит только об одной там стране, замкнулся в какой-то территории, которую, ну, вот, вы давайте раз мотаться, уже вы аду, когда был очень интересно, от своих умдуй. Шейхум царь разобраться здесь будешь. Хайя вы замкнуться, да, еще лахти, целахти, там, и сам считать. Это уже конечно, просто на вирусу. Хоть территорию, какая выгода примерно, скажем, территорию там 150 там, на 200 километров, там вообще мизерная территория. Выгодил, что выход к морю ютен, яц. Примерно дожди, да, мне цомехта ашу Европе, шуду ашку задуй. Просто синга там больше эрдул, долж сунха сагатый. Но уэца почал моить, кузаха уэца единство цахалч, кузаха уэяма цахалч, кузаха уэвош буштяли шалч, кузаха уэвош кисрач шалч, кузаха уэвош подставить бир больше шалч. Да, диес хаджал хо гнида хала. Окшаш кавайгама гини гниден шмишью, ёхку гёш, подставить и рожь, хокел кусрож. Лично соном Крикс, можно гина 10 секунд? Крикс, 10 секунд. Вы прослушали наш последний прямой эфир? Тот парень, за которого вы ручались, вы видели, как он себя показал? Как себя показал этот босс? Мусульманин. Братан, я ни за кого не ручаюсь. Не, но я вам не в упрек, я говорю, ты можешь даже упрек сказать. Это да как нет, сказать, я не в упрек, я говорю, видите, какие они мусульмане хитрые? Не, смотри, дело в том, что я ни одному мусульманину Просто не чтобы вы доверяю. не доверяли. Даже я не доверяю, я говорю, я не наивный. Просто я наблюдаю. Я не прохожусь быстро. Мне нужно больше улик, чтобы понять цепочку, куда ведет этот басурманин, понимаешь? Я даже близкому, в кавычки, родственнику не доверяю мусульманину. Понимаете ли? Потому что я знаю, мусульманин, для мусульманина, я являюсь кафиром, через которого он в первую очередь будет там жертвовать мной, чтобы попасть в рай и сказать: о, Аллах, посмотри, я ради тебя пожертвовал своим родственникам, настолько я верен, а теперь давай отправь меня между ног. Какое доверие? У меня нет родственников среди мусульман. А субайче, хуалайче, хуоцом, хузаха уэншеш, как гинна наша, ярматирио, сешен бяк бибош, пустер волшо дош, именно динчо элбелча, ню агина уэн, итайт на, то и болдер болш, поп олшен, то и. Вот, насчет этого паранойя умняться, то и те, что был бати. Но анализировать, хоже, наблюдать, скорги, каждый сагнат, нагасан каналом хумдоласа, цепочка, вайлан, то и каждый умана, ты алгоритм шуса, ты пазалюса вайлан, то и. Конечно, вахош, почалки, о независимости, уже сказал ей, что это обаче уже, раз что отличие полушпарцем, то же самое, душу. И же империализм, не только в другом названии, в другом направлении. Кейцам Бош, то есть особо империализм ради чужой идеологии, а не ради своей. Бегущая строка. Люди спрашивают, что вы предлагаете, в конце концов?
Subay, Askuzaha, Waynu Atesha, Bosch, Na, Nua, Kelhum Dadul da Diezbach, Kel Bubola Diezbach, Siosnula Kuza Dadul da Diezbach. Kuza Reaction, Basurman, Shasha, Diashvisha, Ishpaduba, Hot to Bieshbu, Ishsahos Bies, Skar, Staro, Kuza Aidas, Bob, Bieshbu, и Веню Агергало, что стешту. Гергало, то смодезер. Они так уахай на болтовне. Доказательством дуй. Доказательства. И ханом там да лаха конкретно жопа узор. Хорошо, вопрос. А за что мы боремся тогда? Если мы все объединяемся под эгидой чего-то, за что мы боремся? Я лично борюсь за будущее своих детей. Какое Понимаете будущее вы им предлагаете? Вы говорите, я домой не собираюсь. Вы живете в одной из стран Западной Европы. Какое будущее вы с чеченцами им дарите? Если, например, в той стране, где вы живете, все есть уже. Да-да, здесь есть. Но здесь также есть такие, как я, которые, я вижу, никогда не попадут домой. Уже не попадут, ребята. Такие, как вы, не попадете. Вы хотите, когда попадете? Давайте попробуйте. Не получится, ребята. Пока есть эта идеология, не получится. Вопрос. Подождите, вы уже пошли. Если я, ваш покорный слуга, через Турцию с криком «Аллах Экбер» вылетаю в Грозный, я же попаду? Смело. Но... Да, но и то в зависимости... Видите, как я вас одним выстрелом? Любой и то в зависимости от того... говорит, он возвращается. Нет. Под русский сапог? Нет, не попадет. Это зависит от того, как вы попадете. Потому что вот эти, те, которые дома, они убивали же такие же Аллах Экбер. Они мусульман убивали, поймите это. Они очень много мусульман убивали. Именно те, которые говорят, там, мечети строят и так далее. Сейчас они свои преступления, чтобы скрыть это из памяти людей, решили сейчас на нас направить стрелку, понимаете ли? Типа на нас. Чтобы люди забыли, чтобы людям стереть из памяти из того, что они убивали. Чтобы злость людей, которая была на них, переметнуть на нас. Вот, смотрите, они хотят к нам прийти. Они нам хотят в одно место вставить там радужный флаг. Ребята, вы что? Давайте объединимся. Я же это слышал. Я это слышал несколько лет назад, как они призывали. Да. Здешних... Смотрите, я сейчас вашу концепцию буду тестировать. Вот я, покорный слуга, взываю к Российской Федерации, к законам Российской Федерации, к власти Российской Федерации. Говорю, пожалуйста, сделайте так, чтобы на территории Чеченской Республики работала Конституция Российской Федерации. Почему у нас исламизм, джихадизм? Государственная идеология на сегодняшний день Российской Федерации является борьба с терроризмом. Все это начиналось с президентства Владимира Владимировича Путина. Я прямое обращение делал к Владимиру Владимировичу Путину. Говорю, пожалуйста, Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, сделайте так, чтобы в Чечне запретили Коран. Запретите ислам. Я имею право так заявлять? Имею. Тогда мне эти джихадисты, они не интересны. Ты имеешь право, но ты просишь у того, кто целует этот Коран. Да понятно. Но он целует почему? Потому что он сделал так, чтобы чеченцы были баранами, и которые целовали бы этот Коран. А мы никогда не говорили, что нужно целовать Коран, и мы никогда не говорили, что ислам это правильно. Мы всегда говорили, вы доиграетесь с этой религией. Из вас делают басурман, из вас делают мусульман. Вам установят шариат, те же русские. Очнитесь, проснитесь. Поэтому сегодня мы говорим, Россия, матушка, уберите из чеченской нации ислам. Запретите на законодательном уровне Коран на территории Чеченской Республики, которая, как вы говорите, является субъектом Российской Федерации. Или оккупированная территория, если посмотреть с нашей позиции. Но мы требуем, как чеченцы, мы же чеченцы, мы же не арабы, правильно? Мы же не русские, они сами говорят, вы не русские, вы чеченцы. Они же не говорят, что мы арабы, они говорят, вы чеченцы. Они же сами говорят в своей Конституции Российской Федерации, они нас писали как Чеченская Республика. Мы являемся неотъемлемой частью Российской Федерации. Мы, чеченцы, требуем, чтобы у нас не было этой секты одного араба-бедуина. Запретите Коран, впишите в Конституцию Российской Федерации, Конституцию Чеченской Республики и на законодательном уровне запретите Коран и секту и проповедование этой секты ислама на территории оккупированной или вашей частью Российской Федерации, Чечне.
Мы же имеем право это заявлять? Мы же за это не будем нести ответственность? Не, ты имеешь право, но опять же, это ты должен преподнести так, чтобы юридически тебя услышали. А не было так. Кстати, в этом тоже я вам помогу, если вам скажут там, что вы ущемляете чувство верующего, вы скажете всего лишь, что вы критикуете вашу прошлую жизнь, опыт с этой идеологией. И критикуете все плохое, кстати. Вы критикуете свое прошлое. Они чужое это что-то вера. Каждый из человек, который был мусульманином, кстати, это имеет право критиковать, потому что вам потом скажут, а вы, значит, просто критикуете, понимаете, а вы нацист. Понимаете ли? А вот бывший мусульман, он может критиковать и обосновывать. Я был мусульманином, я вот смотрел, я верил. Это на меня вот так пагубно повлияло. Это для меня плохо пошло, и ты имеешь право, потому что ислам был частью твоей прошлой жизни. Понимаете ли? А те, которые не были, как взяли, привезли в это самое, который сжег Коран там, да, Журавель или как его там звали парень, и предоставить перед телевидением и заставлять там извиняться, потом вам захочется принять ислам, там, изучать религию, там, все такое, понимаете ли, вот так вот. Ну и, конечно же, бывшие мусульмане, которые будут это заявлять, также должны понимать, что их будут преследовать, как, например, преследовать меня, вас, там, да, там, что любой мусульманин захочет с удовольствием попасть в рай, чтобы защитить честь бесчестного пророка, у которого чести нету, ни совести нету, ничего нету, да, самого, аморального человека, да, там, бедуин, это еще под вопросом, кем он был. По мне, он был вәтсі сағабы дой, ежікті дой. Вот, отсуман тяхам олсын шуба еще, что ежікті қылар дой, дұққым что отсуман тедекші, ежікті қылар, сон переселение, сон дәхар, сон шәді ғума дикхаш дой. Но из-за своей проблемы, ежікті вы вәтсі. Ну, це мова, це обылы, что ежікті вәламила вәлақ дой, там бебаш авати арба вәлақ. Потому что, вот, шән уш эч болы, нәхті абыл кечбәті шдой. Сейчас боишь был. Так что иштумана кечам халбез, да, цунгелас баунс, запретить на чеченскую территорию багарца, на вот, сейчас отказаться едать. А может малели мелба крич вот, а может еле билбелер на той. Крич алушбер отсумадядой. Так что все качество идеологически куда войну адейца дейчума дой. А пока что генда сарашку без дуй вот генда гергана было без, а просто так вам да нет, зачем это надо, зачем? Ну тогда если не надо, то тем более мне не надо дуй вот сон гергало диесон на осло диесон просто вам овчу амядина и все разошлись элла сона тебе сон идеологически сона без уля дуй канам там да la дуй чери еза воши бехам беза дуй забаш и ряд по-любому. Что ишь салату. А так, что ишь колювау, что кажешь сам за себя, больше. Я слышу вас, я вас слышу, коллега. Дайте мне закончить. Сейчас, а так, если вы будете... Я вам дам закончить. Да, давайте. Ваша свобода. Просто такая вставка нужна, чтобы люди как бы не засыпали. А то вы уходите далеко в ваши мысли глубины, и люди просто уже не понимают, уже не могут. Пожалуйста, объявите сейчас вот прямо в прямом эфире частичный всеобщий мусульманский, исламский, шариатский джихад. Частично. Не полная мобилизация, а частичная. Прошу, слушай. Крикс, объявляйте. Крикс. Доктор Крикс. Куда вы пропали? Вы мне микрофон выключили, я думал, нет, я вообще не трогал ваш. Вы что говорите? Я тут сижу, говорю уже там. Не, его ничего, давайте. Продолжайте ваши мысли после объявления частичного. Кому бы вам захотелось, чтобы я вынес бы этот православный... Нет, частичный. Не надо никому именно, не надо именно номинировать никого, просто скажите, я, доктор Крикс, объявляю частичный, не мобилизирующий всеобщий исламский международный джихад. Все. Я объявляю полноценный, мобилизирующий. Пожалуйста, не полноценный, не надо. Частично, не надо. Наш Мушиковский во имя Одина сбор
на священный Рагнарёк либо мы, либо они. Вот и все. Так что Ладно, можете считать завершайте это мысль. нашим языческим джихадом, да. Считать это наш такой джихад. А если частично, так не получается. Приходится только полноценно. Да. Так что хвала, Всеобъемлющий, да? что? Да. Да, всеобъемлющий только надо. Радикально все это делать. Частично не бывает. Вот, хвала, что? Так, любой öyle hajda. Любой сага, примерно, я бы аж букму будет. Я аж кланю. Я да считаю, хум, конечно, шу, да, цанде, вы тейп, да, просто дубая доцга. Первую очередь, шу тейпер на гула бел, шу тейпер на бубош гула бела, а гула бела, и хум ше, то официальный тейпер, что бо гула бела не открылся, и нах бейтлыш, вот цан хар делаешь, цан шишати хавелыш, Аллах джах хави бош, да, короче говоря, шахты, да, энти, во эрен лихш, эрен, даже амел хиет, сундуй, там надо, teipan što dați, tā teipan štāts, ja dați, с дубаром, тут ты туда, шец, teipan что лаха, что адох, что тейп, бош, куда вообще? Тейпа, отвечает, да, он за защиту, он, ну, мой, он остался, он дер, кланер, фактически, дует, короче. А он за я, дик туда, а что дубар, teipan, что, давайте дела, что уйдет, а дела, а что teipan, что дубар, а тут, и посмотрим, да, что тейп, что заступись, и дать, что клан фактически, что Гергана, какое понятие было? Тейп хума Гергана, целый клан выступал за одного человека, Бехбиновош, полностью, Дави Гандица, дать, так вишвела, да и Бехбиновош, он сам, он стал холнат, я еще целый тейпа, шашать, он это так, как ще винига, ще Герга, так ухож, меча будет. Да, поэтому Санди Тейпен считает, что, кстати, дубош название счетчика, да, потому что там больше за одного заступался весь клан, вот, и про это тоже можете забыть, ребята, что действительно, что это аурдать, я что дать, даже элементарно, дальше рокерский байкер швой, там, семья, там, даже у них, ну, они говорят за семью, там, за свой криминал, и то они даже достают там, ну, что они герздах, цара, это, и то цара даже герштеца, против других кланов, там, понимаешь, чуть что бывает среди них тоже такое, настолько, мафию аду, ваню адать, мафию адол хума дать элементарно, так что здесь вот идеологическое действие, здесь надо нам признать, просто болтать, да что ж он, вот, он дидо, что он просто делать нечего, болтать дорогом, короче, а да, это белду, короче говоря. Делать нечего, болтать, да, Юрам турит науэ, крикс от снахи, шашлычек. Ну, тацию метода идеологически, скажем, уже изменение. Я но да, имел дать задний и алматигюцек, но при этом вот, потому что у него алиерс от скачки нахбу, вот, от снаха, дадогич дать, це касики шарит, на шейгардуй, цундела, и набам, оло, пока что сов дадюш дать, и даура дать, но отсюда адаба, вот, советче, таңлеш, ина сюха, докчауа, шакалан, таумала, еша, бихамба, еша, цада вор, вот, сихасу, ай, крикстик, контер, ده شو والله شو كان في نقش بيوم شاش ما بصر ما مزمعمش это عادي زادو تعاون عادي زاد حتى был там крикс и умер, все, давайте там поболтать, там год, там два, все забудь, там, и все, что потому что идеологически хочет цада кичуаться с ума, вот, просто амялда дуется, государство, раз, ему что моя граница, моя Россиюшка, босс еще, маломалидуй, выехал, хочешь, мел, нахол трезу, амялда шел, просто делать нечего, вот, я не вижу в данный момент, он должен конкретно
идеологически, дайктер болуш, деется кое, лидер ти должен духна госон, только мало вижу идеологически, летер болуш, ты бачишь, кез госон. Я говорю как есть, шайля ахалах есть, бачишь у него, что. Мисбах, Предъявы есть? можете задать вопрос нашей колдуне Марине? Как она видит эту ситуацию? У нее чакры открылись или нет на это дело? Какая Марина? Подождите, дайте мне. Колдунья здесь среди нас находится. Колдунья, она даже с евреями в контакт входит. Нет, к ней я буду обращаться только с вопросом, кто сюли, кто не сюли. Потому что в этом она очень хорошая. Но она колдунья. Ну, не знаю. Аллаха верите, Марина? Джинну верите? Шайтану Она читает верите? Коран, суры, аяты из Корана, изгоняет джиннов. Ну, какая она тогда колдунья? Какая она? Я против ислама, а ты? Не. Она мусульманка. Я вот Какая все это время вас слушаю, я чувствую, какие-то нотки именно проскальзывают в ваших словах, высказываниях джихадистские. Вы можете частично джихад? Ну, я поэтому говорю, она не колдунья, она мусульманка. У нее свой ислам такой, понимаете ли, но она мусульманка, поймите. Построен на колдовстве. Свой ислам такой, колдовской ислам. Да, она такая ведьмачка, можно сказать. Злая да, ведьмачка. Сихричка такая, сихричка. Госпожа Марина, пожалуйста. Скажите, госпожа Марина, да. Не, пускай вы выскажет свою оценку, именно свою позицию, пускай озвучит. Нам интересно же. Какой ей там это самый фитнес? А на огороде ее барит вот дагестанский имам. Какая здесь колдунья? Мечеть ее. Мечеть ее. Пускай Аллаху молится. Колдунья, чакра. Госпожа Марина, я вот согласен с доктором Криксом, что вы не колдунья. Я хочу, чтобы вы были колдуньей. Ну-ка, покажите ему. После всего, что я узнала в жизни, никто не захочет стать колдуном. Почему не захочет? А ну-ка вот это поговорим, давайте. Вы входили в контакт с потусторонним миром, госпожа Марина? Не стоит про это говорить, потому что я вам ничего показать, доказать. Вы постоянно вот это вот уходите от ответа. Я не хочу об этом говорить, я боюсь, потому что не хочу привлечь на вас порчу, страх. Давайте, госпожа Марина, вам поставим музыку, потому что вы колдунья, про любовь, а потом продолжим нашу беседу. Давайте поставим музыку сперва чеченскую, а потом продолжим про колдовство. А что говорит? С исламским оттенком. Подождите, сейчас слушайте, сперва послушайте музыку, расслабьтесь, войдите в контакт с потусторонним миром, откроются чакры, а потом вы нам все расскажете. Говорите, дорогие друзья, говорите. Марина, слушаем вас. Можно я вас послушаю? И тихо посижу тут. Хорошо. Марина, пожалуйста, объявите частичный джихад тогда. Без всеобщей мобилизации мы вас оставим в покое. Слушаем. Присоединяйся к мобилизации. Не надо быть в резерве. Все, объявляю. Вы объявляете, официально скажите, объявляю частичный джихад. Объявляю частичный джихад. А не рано ли? Нормально. Все, пошел джихад, пошел. Все, пошел. Да. Пошел джихад. Да, к нам присоединилась Ниса. Возможно, это женщина, девушка, а может быть и мужчина под женским ником. Можете говорить. Слушаем. Молчит, не хочет говорить. Заза, вот вы, аналитик, политолог, эксперт, международник. Вот вы что думаете по всему этому? В связи со сложившейся ситуацией. О чем именно?
О Ну, чем обо именно? всем том, что сказали наши спикеры. Вот доктор Крикс тоже заявлял, доносил свои мысли. Госпожа Марина Колдунья, например. Ветеран высказался. Булат тоже сказал. Карен. Вот вы что думаете обо всем этом? Они все правы, подтверждаю каждое их слово. Доктор Крикс особенно, он занимается такой глубинной психологией, которая еще не постигла человечество. Он как бы, он чувствует, Антон. Джим Валах, ну, познания у него какие-то из древности оставшиеся, передавшиеся веками. А Марина, вообще-то, прошу вас не оскорблять, не обзывать ее. Это чеченская языческая ведьма, ведущая мать. Она очень мудрая, поэтому Марин Хаизмае. Ну, Булат, я о Булате молчу. Это голос нашего мягкого. Булат, Масусхаз, я отправляюсь в прошлое и слушаю наших мудрых стариков. Ну, их так называли старики, они-то здоровые все были, как быки. Просто вот эта мудрость лет называется. Это не значит, что Булат старик. Булат у нас будет жить 150 лет, да, Алмукла, в добром здравии и в ясном уме. И это согласна со всеми. Гуирду, что я могу? Тут уже добавить нечего. Было бы что добавить, поверьте мне, я бы нашла. Но, к сожалению, все забрали. Вот хотелось бы ветерана послушать, наш герой. Герой наш, защитник, ветеран, я не устану об этом говорить. Дал догдик дойлха, дал массоум дик халилха. Когда-нибудь мы тебе поставим памятник и в честь тебя назовем главную площадь. Или хотя бы какую-нибудь такую, вторую по величине. Ветеран, дал дукла хуэлха. Защитник наш. Ну и, Всё, конечно же, передаем наш слово Карен. ветеран тогда. Карен очень преданный. Я очень сильно ценю в человеке преданность. Вот преданность, ее невозможно выработать, если ее нету в тебе, вложено твоей генетикой. Это даже невозможно. Ну, смотрите, Карен яркий представитель своей нации. Вот армяне, если они дружат, то до конца. Хотя мы с ним лично не знакомы все, но он с нами дружит. Он показывает именно ту армянскую дружбу, которую его предки проносили с чеченцами. Заметили, Заза? Все, Заза ушла. Карен бок о бок давно идет, давно слушает, мнение говорит. Да, я Уважение. на протяжении где-то, наверное, 5-й год пошел, я с вами. Наш джихадист, как говорим, то наш задунайский, наш убийца залихватский, убийца насильника. Приветствую вас, ребята, новозашедших, ребята, извиняюсь, что встреваю ваш разговор, всех новозашедших еще раз приветствую. Подождите, Карен, я думал, вы чеченец, честно скажу. Я не знал, что вы армянин. Я только сейчас узнал. Все это время, когда вот наш благословенный Салев говорил, вот к нам Карен зашел, я честно думал, что вы чеченец. Вот все это время. Нет. Я всегда говорил то, что я армянин. Теперь буду знать. Машу, Леху дадим слово. Леха, начальник отдела кадров по выдаванию должностей всем мусульманам-джихадистам. Прошу любить и жаловать. Леха. Маша, дышит Масаль, любись, Кирша. Приветствуем всех. Леха, знаете, что Марина Колдунья, она объявила частичный джихад. Вы поддержите ее решение? Да, Марину можно поддерживать. Что так, колдунья, ведьмачка? Ведьмачка. Да, если надо какой-то конкурирующий там, типа
типа Милорина вот, грозненского телевидения, Игватса. Да, местные Как его колдуны там-то? Грозненского Да, разлива, да, да. по-русски. К ним подогнать, она развалит ихнюю группу там, Она любую полностью группу. вынесет чертя собачья. Со своими чакрами. Я читаю Коран и суры, это меня успокаивает. Нет, вы не понимаете, я это не мусульманка. Но, понимаешь, вот Коран, когда Коран читаешь, там что-то есть. Джихадистка. Знаете, дорогие Не, друзья? нормально. Да. Марина нормальная. Она джихадистка. Я сразу, как ее услышал первый раз, я понял, что она джихадистка. Смотрите, дорогие друзья, вот нам присоединился Тушоли и другие друзья. Я вам поставлю песню чеченскую, Зама, именно про время. Вот каждый, я серьезно говорю, без шуток, каждый найдет в этой песне свою. Давайте ее просто послушаем. Она великолепная просто песня. На чеченском языке Зама, время, время. Лохой. Я вас обожаю, всех люблю. На самом деле, очень ценю всех тех людей, которые к нам приходят в эфир. Я от души всегда. И тех, кто в ТикТок приходит, и кто сюда, в Ютубе у нас был канал, 75 тысяч нас заблокировала. Русня. Шултегер, я вас от чистого сердца всех люблю, ценю. Вы молодцы, вообще красавчики, как говорится, все со своим мнением. Больше часа мы не можем просто проводить времени. Очень мало, на самом деле. Сахтал шоу, я шучу. Я хуй, как бы уже начинают заговариваться люди. Да, мобилиш, мы больше часа уже как бы с вами сидим вместе. Так, короткая у меня тоже будет, кстати. У меня тоже будет. Раз у вас пошло, пожалуйста, раз мы делайте слушаем. тогда. Сейчас, подождите. Вам всем, особенно нашим вот эти... Ну, не музыку, как бы, можешь посчитать это музыку, как бы. Да. Но особенно это посвящается тем, которые там, пропагандируют свое вот это радужный православный джихад, да, свой радужный православный джихад, да. Все, давайте. Вот это моим дорогим братьям и сестрам и также врагам, вот открытым врагам. А потом мы будем заканчивать, хорошо, потихоньку. Давайте, послушаем. Да. И вот муджахиды маршируют. Дрожите, куфары! Да, это точно не музыка, это нашит, кстати, если что. Это нашит. Это идет сейчас или вы заканчиваете? Сейчас, муджахиды только. Сейчас, минуту, сейчас заканчиваю. Минутку. Дайте к муджахидам прийти к воротам. Каннибал у ворот, как говорится. Одним словом, Ганнибал у ворот. Все. Закончил. Наш все. На сегодня закончил. Я хотел бы все-таки на прекрасной ноте закончить. Я вам поставлю очень красивую песню про чеченскую, про любовь. Про любовь. Про любовь, пожалуйста. Давайте послушаем хорошую песню про любовь все-таки, а не какие-то нашиты там. И заканчиваем сегодняшний прямой эфир. Слушаем. На этом заканчиваем. Всех любим, уважаем. Шуадикен, маршаль. Аллаху галакуэло. Кафир. Адикет. Я за 9 месяцев выполнял работу Ахмада Кадырова. 9 месяцев длился среди этих шакалов, и на территории РФ их будут тратить все.
ФСБ. И на территории РФ их будут тратить все. ФСБ. Я за 9 месяцев выполнял работу Ахмада Кадырова. 9 месяцев внедрился среди этих шакалов, и на территории РФ их будут тратить все. ФСБ. Я так думаю, что я тогда тебя осудил в том, что ты осуждаешь чеченок за то, что они танцуют с арабами, но не осуждаешь чеченок таким же образом, когда они танцуют с чеченцами. И я это, осуждаю, я говорю, что это харам. Но قيقом ناخ يقيا باخكين ملش بوتغا وشخير ناخ يقيا باخكين وي نوختش ثانية خيال بيليتر كي تشوخ سيدي اردو لقاس كي تشوخ هم بيغن داخل دو خمتر دو خيط سيدي اديناكوا نو حوان كيتر داتس نوختش نقعين ويعو وا هيت اقاميالش مديلا هاي دقواك سو نوختش اربوش نقا абсолютно разница яхтсон сун As mentalness процедура. نخشي ويعجان واتو نخشي غلغي ويعهان واتو غلغي وعملوا عيال ميتشل يالو عجان سنتي ستواتو هان سوشاوي غوخسو نخشو انغوشو داغستاني سوشاوي غوشو نسنتي ستوات سو داياقيش اذا كنت نقدر داياقيش تاع مسيخ ستاتيايو زودري بقو بوجي بقو تانتر بقو يبوغ قيت عم مسيخ شر عنده حلو شل بقو شيدق وقطع كل زعم لاحا رسي يوها يانا مثلا باستونا وكل بچ عقورش لاحا سوت ادياچ هر يوشر دو اله صحيوتسون هر دونا شير دل اله تاع يستر دقن استوري بولكشت دونا تي حاج واحد الميغردو يقوس سنه شي قلت شوغل شو بيش طريقه ميغردو هونا تاع دزل سيله دات يشدول هلك حيدين يشدول هلك حيدين يشدول هلك هاي فديزك ويلا دول هلك ويلا 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 قاوة يورو داشوت وين بمت دميونز لا ديلا وين انت دالة يوريش بي دالة ديلا شو نصدق عن ليلا شتك ميتشعب ويحيى وانت ميتشعب شو ينصص انترنت على كثير من بوتين اللي يشدر شو ينصح دحوم قال ساعة حرمة وحشة هم قال دايا اواشка и чё теперь дая овашка все успокоилась призналась я тебе вы чё теперь обосраться и не жить что ли يشدول هلك حيدين يشدول هلك حيدين يشدول هلك هاي فديزك ويلا دول هلك ويلا 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 خلق ديا سيسس ديا هردرك دنيا سان تنديرز يا الله تنحي الطيريوج تنحي خلق يا الله يا الرحمن يا الرحيم اطبيخ يقوك قاعدون سونبزا اطكي بردات هرقامدات يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا القدوس السلام المؤمن الوهاب يا الله خلق ديا قام نخش قام خلق ديا سيسس ديا قام دات يا الله هوك دنيا جو последний قام ديا هوك شوما يوسم شيا هوك غور حيتا هوك نيس حيتا هوك تروى حيتا هوك حيق حيتا هوك نور حيتا يا الله خلق ديا قام يا الله يا تفاعل تتانك حقوة لغين معزيلي يونوحشي يتعدين عطلين فشلت النحو بلودك بلا دا يا الله كتشول بلا